Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина. Он пчелу с вашей стороны показал, со своей стороны он показал этот орех, который раскрывается. То ли вы его раскусили, то ли на чем-то подловили. И он такой думает: блин, как так? Такая умная, такая прям прозорливая. Ну вот как она догадалась, как она поняла? Тут он полон и восхищения, и какого-то природного страха, и вообще не знает, что ему теперь с этим делать. Может быть, он хотел вас провести, в чем-то обмануть, а не вышло, да? Либо вы его просто действительно читаете как открытую книгу, насквозь видите. И он такой: ах, что же мне теперь делать, как выкручиваться, как поступить, как в грязь лицом не упасть. Но с другой стороны, на вас он смотрит прям с таким, знаете, уважением, с почетом. И, как я уже сказала, так со страхом посматривает. И он такой думает: блин, какая умная, какая все-таки она, да? И еще, мои хорошие, думает он о том, что надо вас чем-то порадовать, чем-то побаловать. Может быть, для того, чтобы загладить вот эту свою вину, либо свой прокол как-то нивелировать. Ну, либо действительно он давно не уделял вам внимания, давно не баловал вас подарочками, давно, как говорится, не выводил в свет. Вот. И такой думает: ну вот что, в ресторан, да, купить ей, может быть, какое-то украшение, либо просто дать ей денег, да, пусть на себя потратит, вот об этом думает. Ну прям да, это хорошее желание, главное, чтобы он его реализовал, и главное, чтобы он вас действительно порадовал. И еще, мои хорошие, за последнее время вы очень сильно изменились. Кто-то внешне очень сильно изменился, а кто-то изменился еще и в поведении, в повадках. И он как будто бы вас не узнает. Вы настолько его этим восхитили, поразили. Даже если вы много лет вместе, вот эта привычка, пресыщенность, она уже свое дело делала. И тут бац, и вы другая, какая-то новая, необычная. Он не понимает еще до конца, как к этому относиться. И он не знает, что его ждет от этой перемены, хорошее либо плохое. Но тем не менее ему нравится. Ему нравится, он с любопытством на вас так смотрит, изучает. Вы для него очень загадочная стали. И он такой типа: к чему это? То ли она специально, чтобы мне больше понравиться, то ли она действительно становится другой, а может быть, она, не дай бог, кому-то другому хочет понравиться. Ну, в общем, вы его действительно очень классно этим поддели. Зажгли очень сильный интерес к себе. Вы молодец. Кстати, если можете, хотите, напишите в комментариях, что вы в себе поменяли, либо в своем поведении, что так этого мужчиночку прям на крючок поддела. И еще здесь он говорит о том, что какая-то нехватка в общении, то ли ритм жизни, много работы, усталость, да, вот мало времени друг другу уделяете. Ну, он как бы на вас пинает, что вы типа мало ему стали времени уделять. Может быть, раньше вы с ним там нянчились, там, грубо говоря, на руках его носили, а теперь вы больше действительно занимаетесь собой, либо больше стали отдыхать. И он такой: мне ее не хватает, мне вот одиноко, да, в какие-то моменты, и я хочу ее больше в своей жизни. Даже какая-то претензия в вашу сторону, да, претензия. И знаете, он вам об этом обязательно скажет.
Причем скажет, как обиженный ребенок, типа, вот ты там мной не занимаешься, вот ты там занимаешься собой, либо ты мало мне времени уделяешь. Слушайте, ну прям до слез будете смеяться с такого его детского, знаете, вот обращения. Там губа может трястись у него, глаза слезами наполнится. Ну такой полный набит, как маленький капризный ребенок. И еще, мои хорошие, показано, что он вас в чем-то стал подозревать, прислушиваться к вашим телефонным разговорам. Когда вы разговариваете по телефону с подругой, либо с мамой, либо, может быть, с родственниками, он начал прислушиваться. Ему стало интересно, о чем вы говорите. То ли он что-то услышал, что не должен был услышать, и до конца не понял, да, то есть какой-то отрывок, например, разговора, то ли действительно мужчина видит, что вы меняетесь, и действительно начинает подозревать, что вы хотите его там, грубо говоря, скипнуть. И он такой, нет, я на такое не пойду, я этого не допущу. И у него прям такой интерес знать, с кем вы общаетесь, о чем вы думаете. И у кого-то, девчонки, даже до такого может дойти, что мужчина может какую-нибудь программу отслеживающую поставить на телефон, либо записывающую, либо даже какие-нибудь, не знаю, там прослушки, что ли, что-то может в этом ключе сделать. Установить вам на гаджет, установить в доме, где вы вместе проживаете. Но вот прям хочется ему следить за вами. Какая-то потребность у него пошла следить и больше узнавать. То есть, возможно, он у вас спрашивает, либо он стесняется спросить. А если спрашивают, то вы, наверное, там отшучиваетесь и ему не отвечаете. Вот. И он все больше и больше напрягается. Здесь как будто бы над ним тучи летают, но они такие, знаете, темные, но быстрые. Вот иногда у него там затмение происходит, и он начинает там бояться. И еще именно сейчас он думает о каком-то отдыхе с вами. Отдых, то ли вы отдыхали где-то этим летом, и вот прям ему понравилось, он хотел бы повторить. Либо, может быть, он какие-то рекламки посмотрел и такой, вот бы сейчас на острова, на тропические, да, с моей любимой, прям отдохнуть, расслабиться. Он думает об этом. Но мне вот нравится, что вы всегда присутствуете в его мыслях, в его мечтах и в его желаниях. И еще показано, что этот мужчина сегодня с какой-то женщиной общался. Женщина, которая пыталась ему понравиться. А он на нее смотрел и понимал, что ему прям совсем все равно на эту женщину. И женщина, видимо, привлекательная была, либо такая, знаете, на показ. И он такой смотрел и думал, ну как же это все банально, как же это все неинтересно, как же это все печалит. Вот, поймал себя на мысли, что он перестал интересоваться другими женщинами, либо, в принципе, перестал обращать внимание на прелести других женщин. Вот. С одной стороны, мысль такая, что типа это неинтересно, а с другой стороны, мысль, а что со мной не так, да? Неужели я старею, либо неужели у меня какие-то, может быть, там изменения гормонального фона, что меня уже как бы ничего не трогает, женская красота не трогает. Но на самом деле, мне кажется, что наоборот, это изменение в лучшую сторону, да, потому что он, может, перерос этот момент, когда прям хочется всех и сразу. А возможно, действительно, он хочет только лишь вас, и поэтому другие женщины прям совсем ему не интересны. Вот, но у него это происходит. Дальше. Дела какие-то у него серьезные, и в делах у него не все получается. Либо есть какие-то тонкие места. И ему очень хочется спросить у вас совет, либо вам рассказать, да, о тех трудностях, с которыми он столкнулся. Потому что он вам верит, он верит в то, что вы очень грамотная, знающая, и в то, что вы дадите ему классный совет. С одной стороны, да, хочется вам все рассказать, а с другой стороны, опять же, вот это нежелание показаться глупым, нежелание показаться слабым. То есть он не знает, как это все поднести, и, скорее всего, будет преподносить, типа, у моего друга,
либо у моего там какого-то родственника вот такие-то проблемы. И когда он вам это будет говорить, девочки, сразу ставьте равно, что друг равно он, либо родственник равно ваш мужчина. То есть про себя в открытую он боится, либо стесняется сказать, поэтому будет придумывать какие-то, ну, типа мифические фигуры, ну, типа у них там проблема. А на самом деле проблема у него. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.